Этот митинг в Караколе в 2013-м стоил парламентарию Садыру Джапарову свободы. За захват заложника Эмильбека Каптагаева бывший депутат получил 11 с лишним лет лишения свободы. Хотя его участие в этой акции протеста и уж тем более указания по захвату заложников вызывали сомнения у многих. Однако суд тогда принял показания нескольких активистов, которые, по мнению сторонников Садыра Джапарова, оклеветали депутата. Спустя 5 лет свидетели показания изменили. Сейчас люди дают полностью другие показания. Они говорят то, что ими шантажировали. Сначала их осудили на 8 лет, а позже уже говорили: мы вас отпустим, мы вас помилуем. И действительно они сдержали вот эти все свои слова. И на сегодняшний день они находятся на свободе. Но, наверное, совесть их мучает, потому что лидер нашей партии находится в заключении. И поэтому они решились сказать правду. Тем более сейчас идет жесткая борьба с коррупцией во главе с нашим уважаемым президентом Сооронбай Шариповичем. Свои новые показания бывшие свидетели обвинения уже обнародовали и даже опубликовали в сети интернет. Они открыто заявили, что готовы теперь свидетельствовать в пользу защиты бывшего парламентария. Запись этих обращений адвокаты уже передали прокуратуре. Когда в 2016 году Садыр Джапаров вернулся, меня вызвали как свидетеля, но сразу задержали. 3 инстанции мне дали по 8 лет. Когда я был в колонии, ко мне пришли и сказали, что если я дам показания против Садыра Джапарова, меня помилуют, и они сдержали слово. Я был одним из руководителей митинга против Кумтора. Там была информация, что Джапаров нас финансирует. Такого не было. Мы даже с ним связь не поддерживали. Он просто был руководителем рабочей группы и озвучил информацию. Когда меня задержали, меня пытали, надевали мешок на голову. У них было только одно требование, чтобы я дал показания против Джапарова. Однако, как оказалось, даже прямых показаний для следователей недостаточно. Адвокаты Садыра Джапарова несколько месяцев пытались убедить прокуроров вернуть дело на доследование. Только после жалобы в городскую прокуратуру дело сдвинулось с мертвой точки. Мы написали Генеральную прокуратуру по виноватым обстоятельствам. Оно направило по территориальности Первомайской районной прокуратуры. Первомайская районная прокуратура 29 августа 2018 года отказала нам удовлетворить наше заявление, так как там нет оснований для по виноватым обстоятельствам. Мы с этим не согласились и написали заявление Бишкекской городской прокуратуры. Бишкекская городская прокуратура в течение 1,5 месяца рассмотрела наше заявление и нашли основания для открытия по виноватым обстоятельствам и отменил решение постановления Первомайского районного прокуратуры и направил на дополнительную проверку и дальнейшее направление Первомайский районный суд для рассмотрения по виноватым обстоятельствам. Во время недавней встречи президента с бывшими премьер-министрами и спикерами участники собрания поднимали вопрос о необходимости пересмотра сомнительных уголовных дел, возбужденных прежним режимом. Дело Садыра Джапарова стало первым примером того, что работа в этом направлении началась. Не исключено, что скоро станет известно и о доследовании других уголовных дел. На сегодня в отношении ряда политиков имеются судебные решения и уголовные дела, обоснованность которых вызывает серьезные сомнения и которые требуют пересмотра. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС.